Ці запіс размовы нешта зменіць. Пра гэта мы паразмаўляем з былым следчым, а таксама даверанай асобай сям'і Захаранкі Олегам Волчыкам. Добры вечар, спадару Олег. Добрый. Што вы адчулі, калі вось учора ўпершыню праслухалі гэтую запіс, якой была ваша першая рэакцыя? Ну, меня это не удивило. Почему? Потому что я уже более 20 лет мы ведем общественное расследование по Захаренко, Гончару, Красовскому, частично что-то по Завадскому. И в 2001 году, я напомню, вот когда случай Петрушкевич выступил и Алкаев подтвердил, вот тогда это было действительно бомба. И, к сожалению, тогда большинство людей еще не верило, что такое может быть на таком государственном уровне. Думали, что это все-таки бежавшие следователи хотят получить политическое убежище в этом плане, и остаться там еще какие-то. Но позавчерашняя или вчерашняя там эта информация просто подтвердила, что все-таки белорусские спецслужбы занимаются не тем, чем им положено по закону и по конституции, а занимаются криминалом, занимаются на государственном уровне. Меня что меня больше, конечно, удивило, но это первая запись, когда прослушка должностного лица, ответственная за всю безопасность страны, и так спокойно не разговаривают, как в стране, таким способом, понимаете. Вот это, конечно, показывает. Ну и еще что меня заинтересовало в этом, я скажу, я в 90-х годах, когда в прокуратуре работал, мы сотрудничали с сотрудниками Комитета государственной безопасности по раскрытию коррупционных дел. И я вам скажу, что настолько высокий уровень был интеллекта, речевой оборот у людей был прекрасный, знали языки, и вот сравнивать то, что я услышал сейчас, это небо и земля. То есть это говорит о том, что в стране уже нету специалистов, спецслужб, которые действительно, не знаю, наверное, это больше даже удар. Я еще удивляюсь, как молчат бывшие сотрудники КГБ, сотрудники Альфа, Алмаз, где вы все подевались? Понимаете, здесь же клеймо ложится на всех вас, даже отставников, как вы теперь будете разговаривать с людьми, будете ли говорить, что вы бывший сотрудник. Понимаете, и они все молчат. Спадар Олег, а вось пра што сведчыць той факт, што сапраўды праслухоўвалі першую асобу КДБ, так, на той момант? Што гэта значыць? І хто гэта мог зрабіць, на вашу думку? Я уже говорил и ранее, что прослушка это не вчера, не позавчера появилась. Это все идет продолжение со старой системы советской, то есть все шаблоном это переходило с советского КГБ, белорусского КГБ, понимаете. У них такая структура, друг друга, и не только их прослушивали, и наши кабинеты прослушивали прокурорские, когда касались важных дел, и милицию прослушивали. Мы все знали, что слушают, и, собирают информацию, то есть ведутся оперативно разыскные мероприятия в отношении крупных чиновников, и в том числе и белорусских спецслужб. Это такая форма работы. Возможно, это и в других государствах также ведется, понимаете? Спадар Олег, ці вось гэта інфармацыя, якая з'явілася, на нейкім чынам павінна паўплываць на следства ў справе забойства Паўла Шеремета, а таксама ў справе знікнення тых людзей, пра якіх вы казалі, довады і доказы ў справах, якую вы збіраеце, гэта Захаренкі, Гончара, Красовскі. Давайте вспомним прошлогоднее заявление Юрия Горавского, и 3 месяца следствия что-то расследовало, мы так до сих пор и не поняли. Его опрашивали, делали запросы в Евросоюз, мы тоже не знаем, что проводилось по тем лицам, о которых он говорил, которые в Беларуси стали. Но в данной ситуации, конечно, если сейчас полиция украинская займется и начнет нормально расследовать, все объективно, то, конечно, у них шансов может больше появиться получение данной информации. Во-первых, они могут уже легально провести экспертизу переговоров этих, так?
начать устанавливать личности. Ну, я думаю, что у них есть свои методы, способы, как установить детально все это, да. Могут потом возбудить дело в отношении конкретных должностных лиц, объявить в Интерпол. Ну, то есть это вот у них, я думаю, что больше шансов какую-то правду найти. С нашей стороны, конечно, Генеральная прокуратура должна также провести проверку после таких заявлений, тем более, что это было заявлено в Брюсселе официально, средства массовой информации, или предъявить иск, поймать или ноту протеста сделать, ну или, наверное, сам Зайцев должен все-таки в данной ситуации выступить и сказать, что это все, ну, как там говорят, Ник и Мак, Майк и Ник придумали это все, подделали мой голос, я ни в чем не виноват, не причастен, не буду судиться с теми, кто об этом заявил. Але Если пакуль ён подавать- маўчыць. Ну вот, молчание, о чем говорит, люди все знают. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менска быў Олег Волчак, былы следчы праваабаронца цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву».